Если отвечать на вопрос, что такое потребительская корзина, то мы узнаем, что это набор популярных продуктов, товаров и услуг в стране. Туда входит то, на что обычно тратят деньги домохозяйства, то есть среднестатистический человек или семья. В России за наполнением потребительской корзины следит Росстат. Время от времени он корректирует состав корзины, убирает оттуда товары и услуги, которыми больше не пользуется большинство людей, и добавляет новые. Например, в 2023 году в корзину включили смарт-часы и детские автомобильные кресла. Потребительская корзина нужна для измерения инфляции и роста цен в стране. Каждую неделю и каждый месяц Росстат отслеживает стоимость товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. Он делает это по всей стране, в 282 городах России. На основе этих наблюдений ведомство рассчитывает индекс потребительских цен. С помощью индекса считают официальную инфляцию. При этом у каждой семьи может быть своя инфляция. Продукты, товары и услуги могут отличаться от подобранной Росстатом корзины, а значит, и скорость, с которой растут цены, для всех может быть разной. Раньше с помощью потребительской корзины также рассчитывали прожиточный минимум. Он был равен минимальной стоимости набора товаров и услуг в среднем по стране и региону. Но с 2021 года для расчета прожиточного минимума используют другой подход на основе медианного, то есть самого часто встречающегося дохода на душу населения. В новом выпуске передачи про деньги мы поговорим о ценообразовании, о том, как формируются цены на товары и услуги, а также узнаем о функциях Координационного совета по предпринимательству города Якутска. Сегодня в качестве гостя у нас в студии Ольга Витальевна Шерстяникова, предприниматель, член Координационного совета по предпринимательству города Якутска, народный депутат. Здравствуйте, Ольга Витальевна. Здравствуйте. Вы являетесь членом Координационного совета по предпринимательству города Якутска. Может, вы расскажете кратко о задачах совета и входит ли в его функции, например, регулирование цен в городе Якутске? Координационный совет города Якутска работает совместно с властью. Входит в этот координационный совет не только предприниматели, но и входят еще, есть не только по продуктам, там и строители, и дорожники, такой расширенный будем состав, да. И, конечно же, мы смотрим не только цены, мы не смотрим не только продуктовую корзину, мы также смотрим город, дороги. То есть все, что связано с городом Якутском, мы все смотрим. Угу. То есть буквально затрагиваете все сферы? Да, конечно. Во-первых, предпринимательство, незаконное предпринимательство, обязательно нарушение. Но это не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы предпринимателям разъяснить, как правильно работать. Угу. То есть вот это мы все смотрим. Угу. И даете какие-то рекомендации? Да, обязательно. То есть мы собираемся, общаемся. Также мы законопроекты смотрим и даем рекомендации, на комиссии зовем, то есть общаемся с людьми. Угу. А для предпринимателей какую пользу они получают? Смотрите, для предпринимателей, конечно, незнание закона мы объясняем или направляем куда-то. Потом, знаете, сейчас конкурс проводим «Лучший предприниматель города». Это конкурс очень хороший. Сейчас мы его рассматриваем более глубже, для того, чтобы предприниматели захотели идти на этот конкурс и показать городу, что, знаете, 20 лет он работал, и его толком никто не знает. Мы должны своих предпринимателей знать, потому что все-таки они привозят хорошие вещи в город Якутск, они привозят вкусные продукты в город Якутск, детские площадки тоже привозят предприниматели. И потому что каждый день мы ходим в магазин, и этот магазин принадлежит кому-то из предпринимателей, и все равно забота о здоровье своих потребителей – это тоже как часть ответственности. Конечно. И предоставление качественных услуг, скорее всего, тоже туда входит. Обязательно. Предприниматель, я всегда говорю, предприниматель – это не тот, который, знаете, хочу стать предпринимателем. Это человек, который любит свою работу, свою компанию, он любит своих сотрудников, но также в первую очередь мы не только, только свою работу, мы еще любим своих покупателей, которые к нам приходят и которые особенно к нам возвращаются. Угу.
То есть вы все равно работаете, ну как, задача любого предпринимателя – это работа не на один день, правильно? Конечно, мы же не фирма-однодневка, мы должны работать долго и во благо общества, населения. Согласна. А скажите, ведь ни для кого не секрет, что вот весной и осенью в Якутске возникает проблема с доставкой грузов. Связано это с ледоходом или доставом, и насколько это связано с повышением цен, потому что предприниматели ведь сталкиваются с такой проблемой. Вообще, сразу, вот мы как раз сейчас решаем эту задачу, потому что в данный момент очень много предпринимателей попали, да, не успели получить свой груз. В основном каждый предприниматель знает, за какое время он должен выгнать с России контейнер, вагон, машину. Да? Ступор весь в железной дороге, потому что у железной дороги тоже есть свои задачи. И в этот момент, когда у железной дороги какая-то задача на какую-то полосу, в этот момент отодвигаются продукты. Конечно, СЗПТ – это сахар, мука, масло, крупа, это идет в первую очередь, но где-то все равно попадает. Мы же не можем только кушать муку и сахар, и масло. Для этого есть, извините, у нас и печенье, и молочка, конфеты, колбаса, сыр, мясо. То есть здесь такая задача, надо вообще, мое предложение было, что именно республику Саха, то есть не только город, вообще республику, рассматривали в первую очередь, начинали с начала марта. Это распутица весенняя, и где-то, наверное, с начала августа это распутица зимняя, потому что сейчас у нас зимник открывается поздно. Да. Вы понимаете, что предприниматель, когда он привозит ежемесячно товар, это одно закладывается себестоимость. Себестоимость – это закуп товара, туда вкладывается обязательно транспортные, да? А когда он берет на переправу, это и кредитные средства. А представляете, вот сейчас дорога закрыта, и ему где-то надо товар хранить. Это что же аренда? То есть предприниматель не с неба берет эти цифры, он считает. И вот эта проблема в этом. То есть повышение цен, оно вынужденное получается? Оно вынужденное, конечно. Кредитная ставка сейчас же тоже, да, не маленькая, будем говорить. Человеку нужно платить ежемесячно кредит, а товар остался на той стороне или на железной дороге. Соответственно, конечно, здесь, я еще раз повторяюсь, я предложение такое выдвинула, нужно его рассматривать, что именно в распутицу, когда мы готовимся республику, именно в России РЖД должны рассматривать по-другому. Задачу должны ставить такую, что на республику должен быть товар. Тогда себестоимость, конечно, падает, но есть скоропорт. Вот смотрите, мы всегда говорим, мы хотим широкий ассортимент на полках продуктовых. Но молочка, у которой срок маленький, или йогурт, да, вот у меня, например, сотрудники или родственники, или знакомые едут в Россию, там, в Москве, мы же тоже хотим все это в Якутске. Да. То есть или это на самолете везешь, или ты везешь это на машине очень быстро. Но здесь тоже себестоимость. А если это, например, как печенье полгода, и в распутицу ты не попадаешь, да, то, соответственно, конечно, вот просрочка, ты выкидываешь, утилизируешь все это. Здесь все надо это смотреть, предприниматели, они четко высчитывают, четко знают. И, еще раз повторяюсь, не так, что, я попал, я сейчас положу, потому что у предпринимателей есть убытки, они не могут это в цену вложить. Они убытки все равно принимают на себя. Конечно. То есть они, покупатель, не перекрывают убытки предпринимателя? Нет, сразу честно говорю, не перекрывает, при том, что, знаете, есть товар, который мы не можем наценить выше. Это социально значимые, да, продуктовые? И если есть убытки, то ты туда не положишь, например, сахар мокрый. Все, вот, например, пришел в вагон, и из них там 25% сахара мокрого. Что ты будешь делать? Хорошо, если ты поставщику или транспортнику докажешь, а можешь и не доказать. Это тоже все это убыток предпринимателя. Скажите, пожалуйста, а является ли мифом то, что предприниматели устанавливают стоимость продовольственных и непродовольственных товаров на свое усмотрение? Знаете, может быть, много лет тому назад такой миф
был настоящий, не знаю, да, тогда не могу сказать сейчас, когда каждый предприниматель договаривается с заводами или с производителями даже вот вещей, тоже ценовая политика сразу прописывается. И даже акции прописываются. Ну, то есть это сказки. Ну, честно вам говорю, ну, не может предприниматель сделать и сказать, это будет стоить столько, да. А, например, на муку, сахар, яйцо, масло, детское питание, крупы, да, фрукты входят, там, то есть установочно. Мы обсуждаем, встречаемся с Госкомцен, показываем им, сколько привоз, себестоимость, вот это все, и они уже ставят. И, конечно, предприниматель уже не может выше поставить. Здесь вообще четко все прописано. А так, ну, я вот анализировала, вам хочу сказать, ну, у нас кто на 10% работает, кто на 15%. С вещами, так как тоже изучаю, да, во-первых, предприниматели, кто закупают товар, они едут за год, они заказывают, просмотрят модели, они заказывают. Вот они заказали, например, 48-й, а на сезон вы привозите, а 48-й надо больше или меньше. Что делать? Они же акцию тоже устраивают. То есть здесь как бы нету такого, что вот захотел и там сделал 300%. Ну, то есть предпринимательство развивается вместе с тем, как развивается наше вообще в целом общество. Конечно. Да? И вот маркетинговые стратегии, и ну, все вот они используют в этом. Они все используют, при том, что когда ты берешь у завода-производителя, он делает акции. Если когда-то давно, там, минус 25% предприниматель мог это не показать, сейчас так не делается. И привозит предприниматель, и он, например, это, ну, оптовый, да, оптовик, он предлагает магазинам. Он сразу транслирует там скидку такую-то. И маркетологи, заведующие, торговые представители это транслируют везде, еще и проверяют. То есть магазин уже вот эти 25%, если видели, есть желтый ценник. То есть этот желтый ценник работает. И работает он достоверно? Да, конечно. Там же отчеты, там все смотрят. А как вы считаете, если бы, вот вы сказали про доставку грузов, да, а если бы существовали государственные базы, накопители с льготной арендой и компенсация транспортировки товаров во время бездорожья, то это помогло бы предпринимателям сдерживать цены? Вы знаете, может быть, кому-то это помогло. Здесь я тоже за каждого предпринимателя, например, не могу сказать. Как я предприниматель, у меня на той стороне есть тоже свои склады, я не арендую, да. Может быть, понимаете, здесь же это же тоже ляжет на цену. Если, например, это будет какая-то поддержка, ну, может быть, это поможет, по сути, ну, это рассматривают. Нужно все, конечно, правильно смотреть. Нам в первую очередь такие накопители нужны с овощами и фруктами. Потому что, ну, наши детишки тоже должны кушать вкусные, разнообразные овощи, фрукты, правильно? Правильно. Я вот считаю, что такие базы нужны, и себестоимость здесь хорошо бы опускать. Когда, знаете, приходите, а яблоки стоят чуть ли не 320 рублей, пардон, извините, да, но это совсем дорого. И вот, например, на Новый год или после Нового года я пришла мандарины купить. Знаете, они стоили 600 рублей килограмм. Да, огурцы стоили 700. Да, ну, как бы такая цена. Ну, мы же должны как бы понимать, что у нас работают, ну, как растут детишки, которые тоже должны видеть, да, что-то вкусное. Ну, вот доставка на север. Я считаю, что здесь накопительные склады хорошо бы. Потому что наши страдают там, тем более, овощами, фруктами и яйцом. Как бы если, например, муку, крупу, масло, ну, предприниматели на север могут отвезти, яйцо есть срок хранения, фрукты, овощи – это скоропорт. Вот такие склады бы не помешали, и именно себестоимость снизить было бы там хорошо. Вот рассмотреть севера, это прям вообще было бы очень отлично. Да, я тоже так считаю. И, Ольга Витальевна, а почему местное предпринимательское сообщество негативно отреагировало на появление крупных федеральных сетей в городе Якутске? Ведь уже несколько лет у нас работает сеть продуктовых дискаунтеров, и, в принципе, это особо и не сказалось на деятельности наших предпринимателей. Но вот когда пришла федеральная крупная сеть, сразу поднялся ажиотаж. Смотрите, вообще вот это, вот я вам сразу скажу, это все сделали, ну, как бы искусственно, да. Никто федеральные сети, ну, я думаю, не испугался из предпринимателей. Просто это развитие, потому что приходит, когда федеральная сеть, она нас тоже же учит работы.
То есть те же акции, тот же ассортимент, да, но у федеральных сетей разнообразие большое, но на каждую группу товара очень узко. В этом плане у наших местных предпринимателей широкий взгляд на вот это, да. Так что я не думаю, что предприниматели напугались. Сейчас они переключатся, перестроятся правильно и просто будут работать. Но это просто был ажиотаж. Конечно, у крупных игроков тоже есть чему поучиться, Конечно. и лучше учиться у профессионалов. Да, я поддерживаю это, конечно. Вот. И скажите, насколько для вас, как для предпринимателя, важна забота о потребителях? Согласны ли вы с тем, что качество еды влияет на качество нашей жизни? Конечно, я с этим согласна. Потому что мы тоже также кушаем продукты. У меня большая семья, да, и качественно. Конечно, смотришь снова на сроки, на выработку, да, но снова всегда поднимает этот вопрос овощи, фрукты. И это все должно быть, и зелень тоже. Да. Мы это видим, то, что сами выращиваем. У меня тоже самой огород, я очень его люблю, и внуков к этому приучаю, да. И хотелось бы, чтобы это было в магазинах и было на столе у каждого потребителя. Угу. То есть все равно нужно каждый день стараться как-то разнообразить свой рацион? Конечно, обязательно. Знаете почему? Снова вернемся, что к России, когда наши дети едут в отпуск, и даже мы там видим вот. Это хорошо, с одной стороны, это зрительно в красках, но дети, которые растут и видят на столе все самое вкусное, те же огурцы, ту же зелень, те же помидоры, перчик, да. То есть это там в России, не то разнообразие будет. Какие-то там фрукты, да, такое. Я помню, киви, когда в 92-м году привезли, на полки положили, что за зеленые волосатые яйца. Да. До сих пор это помню. А сейчас киви каждый может купить, потому что предприниматели возят. Да, и уже потребители привыкли. Конечно, уже привыкли. Так не реагируют. Да, молочка, та же самая. Ты приходишь, молочка есть. Это тоже должно быть, потому что детишкам это надо. Да? Все-таки мы смотрим на наше будущее поколение. И детское питание Детское питание. Если раньше в наши года не найти было детское питание, ты в очереди стоял, побежал. Сейчас какое хочешь, то и покупай. Это есть и в детском мире, да, будем говорить. Это у наших есть предприниматели. И снова я скажу, цены-то не отличаются. Притом у каждого есть скидочные карты, какие-то акции. Да. То есть маленькие наши дети вообще не ущемлены в детском питании, потому что все есть. Тогда стоит, наверное, развеять тот миф, что скидочные карты, бонусные программы, дисконт и желтые ценники – это не означает, что товар близок к просрочке или он какого-то ненадлежащего качества. Смотрите, скидочные карты – это привлечение вернуться покупателю. То есть, чтобы он был постоянником. Вот в чем задача предпринимателя. А не то, что там или срок вышел, или там наценка 300%, и он отодвигается на 5-10%. Нет, это возврат конечного потребителя, то есть покупателя. Отлично. Скажите, какие у вас семейные предпочтения? Вот какие продукты занимают на вашем семейном столе первое место? Обязательно рыба. То есть, особенно когда зима, мы кушаем очень много, поглощаем нашей местной рыбы. Караси, конечно, строганину. То есть я очень люблю, и дочь моя вообще, даже маленькие внуки, все любят у нас рыбу. Это самое такое, сыры, чай. Это мое семейное, да. Обязательно выпечка. Мы, конечно, покупаем какую-то выпечку, но мы стряпаем сами. Особенно это у нас семейная традиция. Мы собираемся с семьей и вместе стряпаем. Конечно, мы любим плов, потому что у нас все-таки тоже азиатские корни, оттуда это все, да. Конечно, мясо. Мы кушаем все то, что кушают все. А пельмени лепите? Пельмени лепим, в основном лепим манты. Потому что мелкое, это пельмени, это я помню с детства, а манты, да, манты обязательно. Спасибо вам большое, Ольга Витальевна, за то, что вы пришли к нам на передачу, рассказали много интересного. Желаем вашему бизнесу процветания, желаем вам успехов в вашем политическом поприще, политической карьере, которая сейчас у вас есть, да. И спасибо большое. Спасибо, что позвали.
Величина прожиточного минимума на 2024 год установлена постановлением правительства Республики Саха-Якутия за номером 614 от 20 декабря 2023 года. Так, на душу населения приходится 23 334 рубля в месяц. Для трудоспособного населения 25 434 рубля. Для пенсионеров 20 067 рублей и для детей 23 801 рубль. Размер потребительской корзины составляет примерно 44% от величины прожиточного минимума, а это примерно 10 тысяч рублей на человека. Много это или мало? Зависит это от состава вашей потребительской корзины, от личных предпочтений, от состояния здоровья, от образа жизни, привычек и многого другого. Знать о том, что включает в себя потребительская корзина, полезно, чтобы понимать, как государство считает официальную инфляцию. С корзиной можно сравнивать собственный набор товаров и услуг. Так, расширенная корзина в 2023 году включает в себя 566 позиций. Также есть сокращенная корзина. Она состоит из 109 товаров и услуг. Ее стоимость ведомство подсчитывает еженедельно. Потребительская корзина в Российской Федерации состоит из 3 компонентов. Продукты питания – это 50% от общей стоимости. Непродовольственные товары составляют 25% и услуги – 25%. Продуктовая часть корзины – это более 30 наименований продуктов, объединенных в 11 групп. Это хлебобулочные, мучные изделия, крупы, картофель, несколько основных видов овощей и фруктов, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, сахар, растительные жиры и прочее. Продукция посчитана в килограммах на год на одного человека. Пользуясь этими цифрами, можно посчитать, сколько чего нужно на месяц, рассчитать дневную норму потребления. Непродовольственная группа включает одежду, обувь, белье, постельные принадлежности, хозтовары, лекарства и другие предметы первой необходимости. Они рассчитаны в штуках с учетом времени износа. В разделе «Услуг» заложены расходы на оплату жилья, коммуналку, вода, электричество, газ, отопление, транспорт и прочее. Каждые 5 лет продуктовую корзину пересматривают. Это происходит не только потому, что растут цены, меняется и ее наполнение. По сравнению с 1999 годом в наборе жизненно необходимых товаров стало меньше растительных жиров и маргарина, хлеба, мучных изделий, картофеля. Зато выросли нормы для молочных продуктов, фруктов и овощей, мяса, рыбы и яиц. Безусловно, стоимость потребительской корзины очень зависит от многих факторов. Следить за ростом цен необходимо постоянно. Выбирать для себя оптимальный размер расходной части семейного бюджета на покупку продуктов питания нужно ежемесячно. Проводить анализ трат – это тоже поможет исключить удорожание вашей личной потребительской корзины. Как видите, финансовая грамотность важна в каждой сфере нашей повседневной жизни. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.